Кешар қадірлі көрмен, эфирде уәде жобасының негізгі мақсаты үкімет мүшелерінің мәжіліс және сенат депутаттарының халыққа берген уәдесінің орындалуын білу, мемлекеттік орган басшыларының президент тапсырмасын орындауына байланысты сұрақтарға жауап алу. Енді мен бүгін әдеттегідей қазақ тілінде емес, мүмкіндігінше орыс тілінде де жүргізуге тырысамын. Сұрақтарым аралас болады. Себебі спикердің қай тілде еркін сөйлеуіне байланысты біз бұрында жазғанбыз, бұрында айтқанбыз, яғни сол тілде сұрақ қоюға тырысамыз. Бастайық. Сегодня к нам на интервью пришел директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Еркін Тұқымов. Қош келдіңіз, Еркін мырза. Рахмет. Еркін мырза, расскажите нам, в чем заключается миссия КИСИ, вообще, что такое КИСИ? Потому что мы знаем, КИСИ в основном знает, это узнаваем для узкого круга, да? Но в основном большое количество людей, они могут не знать. Расскажите о КИСИ вообще, в целом их миссия. Ну, во-первых, спасибо за приглашение на вашу передачу, несмотря на то, что она такая достаточно относительно новая, как и у вас есть канал «Живи-жила», но он уже завоевал популярность. Спасибо. И я очень рад этому. Почему? Вообще смотрите, Акимов, чиновник, который нам дает интервью? Смотрю. Не увлекаюсь, но смотрю. Почему? Потому что вот такие дискуссии очень важны сейчас. У нас часто недостаток информации, я имею в виду у нас в обществе, недостаток информации из первых уст. То есть объяснение той политики, которая проводится в государстве. У нас непростое время, у нас достаточно переломное. И сейчас очень важно правильно объяснять то, что происходит, какую мы политику выстраиваем, какой мы Казахстан вместе строим. Поэтому я вот стараюсь смотреть, конечно же. И я больше не про себя, я просто о том, что чем больше вот таких хороших аналитических передач, где можно побеседовать и посмотреть разные точки зрения, тем лучше. Это и есть то, что мы говорим, плюрализм мнений. Это, может быть, в какой-то степени касается той концепции слышащего государства, которую президент говорит. Поэтому я рад, поздравляю с такой передачей. Касается КИСИ. Казахстанский институт стратегических исследований мы в прошлом году отметили 30 лет. 30 лет. Да. И если считать с точки зрения нашей независимости, 33 года. Так, это уже фактически ровесник независимости. Так. И он состоялся, институт, он сумел доказать свою необходимость, важность. И самое главное, он уже стал как бренд. Нас действительно знают экспертное сообщество. Причем не только государственное, национальное, я имею в виду казахстанское, но и далеко за пределами. В этом плане мы одной из ключевых организаций с точки зрения партнерства за рубежом. Потому что с такой сетью партнерских организаций за рубежом, наверное, мало у кого есть Казахстан. Сколько партнеров? Почти 50. 50 партнеров, да? И это во всех важных странах для Казахстана. Да, для Казахстана. С точки зрения. Потому что я сам, вы знаете, пришел из Министерства иностранных дел в КИСИ. Последнее мое место до КИСИ было в Москве, в посольстве. И я знаю, насколько важно вот то, что так называется вторая дорожка дипломатии. Это и есть экспертная дорожка. То есть когда дипломаты наряду с экспертами, вернее, эксперты наряду с дипломатами объясняют нашу политику, вырабатывают рекомендации на основе интеллектуальной продукции и так далее. Ну, то есть как бы в этом плане, конечно же, КИСИ уже состоялся, забрендировался. Но, отвечая то, что вот вы говорите, чтобы нас больше знало, наверное, это тоже веление времени, да? Объяснять, чем занимаются такие государственные организации на деньги налогоплательщиков. Также вы же об этом
То есть как бы в этом плане мы абсолютно транспарентны, прозрачны. У нас все есть каналы связи, и социальные сети, и сайт, и так далее. То есть мы достаточно в этом плане открыты. Наша основная миссия — это, я бы так сказал, у нас есть несколько ключевых задач, на которые мы прежде всего определяем свою нашу политику. Да. Это первое и самое главное — обеспечение президента и администрации президента качественной аналитикой по внутренней и внешней политике. Вы, наверное, Ирбулат, человек тоже близкий к экспертным кругам, сам интересуетесь нашей внутренней повесткой хорошо. Знаете, что насколько важна качественная аналитика. Именно вовремя, и на основе которой можно сделать рекомендации для проведения внутренней и внешней политики страны. Тем более, как я уже говорил, мы живем достаточно динамичное и, может быть, даже в каком-то плане для Казахстана переломное время. Вы можете мне оппонировать, говорить, что такое время всегда есть. Каждое время переломное в каком-то плане, динамичное. Мы всегда все не стоим на месте. Но нынешние времена категорически отличаются от других в плане скорости перемен. Вот просто абстрагируясь, все главные фактически такие фундаментальные достижения в технологическом развитии — это вот буквально последние 100-150 лет. За поколение раньше не менялось столько всего в технологическом прогрессе, вообще как бы в мире, как сейчас в течение одного поколения. Вы сказали, справка аналитический президенту, да? А сколько там правда? Полностью правду говорите? Полностью правду пишете? Справки, вот это аналитические справки, записки? Что такое правда? Правда — это очевидная вещь, которая происходит в стране. Объективность, что творится, да, конкретно. Какая министерство, в целом вообще? Конечно, мы стараемся максимально делать объективные справки. Почему? Нам нет никакой цели что-то там приукрашивать. Мы пишем, в этом плане КИСИ обладает правом писать закрытые документы для главы государства, для администрации президента, где очень чувствительная информация и где мы говорим, как дела обстоят. За это, знаете, мне уже неоднократно звонили и разные руководители ведомств, и акимы, выражая неудовольствие нашими бумагами. Почему? Потому что там они попали под критику именно с нашей стороны. После вашего справки? Да, совершенно верно. То есть наша, в этом вы спросили, зачем КИСИ? КИСИ как раз-таки для того, чтобы писать объективную, качественную аналитику, где, вскрывая мы проблемы, предлагаем какие-то решения. Как? В той или иной области. Для этого и у нас работают эксперты. То есть люди, которые разбираются в каждой своей области. По внутренней политике, по внешней политике. Вы спросили, почему? Да. В этом-то и заключается экспертность. Окей. Давайте вспомним до Ханкара, да? Насколько прогнозировали КИСИ, что будет такая ситуация в стране? Он вообще КИСИ дал аналитику президенту в тот момент? Вы знаете, я не сомневаюсь, что была такая аналитика. Я почему говорю не сомневаюсь? Потому что в то время я не работал в КИСИ. Но вы же сейчас работаете, вы же анализировали, вы же как-то смотрите. Да, но я и говорю о том, что были данные социологические о недовольстве, были определенные данные, так скажем, о протестности, в том числе и на западе Казахстана. Это мы постоянно давали. Но ведь вы же сами понимаете, что эти события — это пересечение стольких факторов, которые не поддаются часто анализу, они очень спонтанного характера носят. Если касаться политических факторов. А если касаться социальных факторов, протестности, недовольства и так далее, конечно же, КИСИ постоянно предоставляет информацию, исходя из наших социологических исследований. Информация окей. А предлагаете решение? Конечно, предлагаю решение. Например, смотря какая ситуация. Например,
вы как-то смотрели сами Хангтар? В тот момент какие решения предложили сам Киси? Ну, вы почему-то все на Кантар, да? Мне интересно Именно просто в в то тот время, момент. когда я не работал Потому в что Киси. вы же Да. не, вот, Еркин Мырза, это не важно, вы от Киси пришли, и Да. мне Я интересно понимаю, просто вопрос. понимаю. Понимаете? Потом, просто почему могу вам Хангтар? Почему другие. Хангтар? Потому что вы только что сказали, что вот самый переломный момент наши за 30 лет, за 33 года, я думаю, это именно Хангтар был. В какой-то степени да. Почему? Потому что это была некая точка отчета они стали катализатором всех политических и экономических изменений, которые происходят в стране. Но если вы обратили внимание, то президент о демократизации, о политических реформах сказал еще в 2019 году, как только стал президентом, да? И о слышащем государстве и так далее. То есть он уже в то время видел, что необходимо нам кардинально менять ситуацию в стране с точки зрения политических реформ. Тогда. То есть и в том числе эти оценки были основаны на той подаче информации, которая была с разных госорганов, в том числе и КИСИ, на основе социологических данных, на основе аналитики регионов, на основе тех экономических проблем. Почему именно политические реформы? То есть были в фокусе внимания, как только президент пришел к власти. Почему? Потому что было понятно, что вся наше развитие уперлось именно в политическую неинклюзивность, то есть в политические реформы. Необходимость перестройки той достаточно застывшей системы политической власти. А никакие экономические реформы, никакие социальные реформы не были возможны без вот этой политической перезагрузки. Вы поймите, Арбулат, Казахстанский институт стратегических исследований — это исследовательская научная структура, которая дает аналитику рекомендаций. Но это не исполнительный орган, который должен вот эти рекомендации исполнять, доводить до ума. Вот. Но мы видим, что, вот, опять же, я возвращаюсь к экспертности. Есть эксперты, которые условно фокусировались на проблемах социального развития. Тоже Минздрав. Какие вопросы люди волнуют. Если он видит, что динамика не улучшается, мы имеем право запрашивать информацию с этих госорганов, и уже на основе какой-то своей дополнительной аналитической составляющей мы даем свои прогнозы, свои рекомендации. Кому? Президенту? Администрация президента. А получает ли аналитику такого же качества, в таком же объеме другие ветви власти? Даже если не ветви власти, окей, само министерство, госорганы. Ну, во-первых, я за другие ветви власти не могу отвечать, но я скажу так, потому что я-то общаюсь со своими коллегами из других аналитических центров. Нет, вы практически у всех министерств есть свои подведомственные организации, которые занимаются исследованием, да? Которые занимаются исследованием, которые им нужны. Например, в Министерстве информации и культуры у них есть, например, такая подведомственная организация, как Институт этнополитических исследований. И КИСИ тоже участвует в этом экспертном обсуждении разных проблем. В этом плане мы стараемся быть вовлеченными во все аспекты ключевых решений по внутренней и внешней политике. Не даете? Что не даем? Не даем другим госорганам свою аналитику? Да. Мы уполномочены давать администрации президента и президенту. Другим госорганам мы например, не обязаны давать. Парламенту или как? Ну, а зачем? То есть, я думаю, что есть у этих госорганов свои аналитические центры, которые должны свою функцию выполнять. А в администрации президента, кстати, если вы такой вопрос задаете, в администрации президента есть право отправлять нашу аналитику в те госорганы. Насколько соответствует ваша аналитика и том же аналитическим центрам, другим, которые Вы знаете, я не так вопрос поставлю. Я поставлю вопрос так, что для принятия важного политического решения нужны разные источники информации. Так. Почему? Потому что если придет только один источник, и вы, базируясь
а он может быть ошибочный или неполный, и вы, базируясь на вот этом некачественном или даже, скажем, неполном информации объеме, будете принимать решение, вы сделаете, скорее всего, неправильное решение. Значит, Значит, что от частных нужно... аналитических центров тоже нужно, да? Абсолютно. Нужно... Давайте так. Люди, принимающие решения, должны иметь как можно больше разной информации для полной картины. Согласен. Давайте теперь об экспертах ваших. Мы знаем, что возглавляемый вами институт изучает проблемы, как вы сказали, вот совершенно разных отраслей и предлагает аналитику. Для того, чтобы быстро разработать исследование и аналитику, необходимо вовлечь огромное количество экспертов, да? Можете сказать, сколько реальных экспертов в КИСИ? Например, одна работа исследовать искусственный интеллект или вторая — систему правосудия. Сколько реальных у нас экспертов? в стране или в Нет, КИСИ? КИСИ. Мы же говорим о КИСИ. Никакого секрета здесь нет. У нас около 45 экспертов. Это не так много, если так считать. 45, да? Да, экспертов. Потому что Младших, старших, ну, все. на всех уровнях. Мгм. Да, на всех уровнях. И заканчивая замдиректорами и директором. Потому что я тоже стараюсь участвовать в разработке некоторых документов. То, что касается, например, внешней политики. Вот. Ну, много-мало. Всегда для, если говорить обо мне, то есть как директор, всегда мало. Всегда хочется больше. Почему? Объясню. Потому что спектр проблем, которые мы изучаем, он очень большой. Часто не хватает людей для большего погружения. Вот первый момент. Второй момент. КИСИ стал давно такой кузницей кадров для госорганов. И у нас постоянно... Утечка. Я бы не сказал, это утечка. Я бы сказал, это что такое revolving doors. То есть это некие такие вращающие двери. Почему? Это хорошая тенденция. Это когда наши эксперты уходят на повышение или на госслужбу, да, в ту же администрацию президента, Министерство иностранных дел. Ну, достаточно. Вот мой пример. Я из КИСИ, я же начинал свою карьеру тоже в КИСИ в 1997 году после университета. И дорос от сотрудника до начальника отдела, потом перешел в администрацию президента, Министерство иностранных дел, и потом судьба меня вернула опять в КИСИ уже на другую позицию. Таких примеров много у нас в КИСИ. И это нормально. Почему? Потому что пишущих людей всегда мало. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы изучать вот то, что мы сейчас уже начали в КИСИ, это серьезно страновые исследования. Центральная Азия, Китай, США, наш в целом пространство СНГ, нужны специалисты, нужны база данных. То есть те люди, которые долгое время сидят на каком-то регионе, они в итоге становятся экспертами. Почему? Потому что у них создается большая база данных всего комплекса проблем. И часто бывает, что на одну страну или на одно направление одного-двух человек мало. Понимаете, да? То есть вот это то, что мы, и я в том числе, критиковал еще год-два, как только пришел на директора КИСИ, что у нас нужны создание школ, страновых школ. У нас их нету до сих пор в Казахстане. Не было. Вот сейчас мы в КИСИ начали это создавать. Школы по Центральной Азии, школы по Китаю, школы по США изучению. Что такое школа? Есть вот отдельный эксперт. Он сегодня работает, завтра его переманили в Министерство иностранных дел. Все, у нас нет эксперта. Понимаете, да? Или он ушел на пенсию, что еще хуже. А здесь мы создаем школу, когда есть младшие эксперты, старшие эксперты, которые делают такой фундамент для системного институциональной памяти, так скажем, да? Где уже есть обучение, менторство, где есть конкретное направление исследования, независимо от того, что там у нас завтра уйдет эксперт или не уйдет. Это на самом деле большая задача. Это задача, знаете, национальной безопасности на то пошло. Почему? Потому что от того, как мы изучаем те или иные внешнеполитические направления, формируется в том числе и наша внешняя политика, рекомендации. То есть как мы могли бы, например,
усилить наши отношения с тем же Узбекистаном, да? Мы подписали год назад отношения союзнические. Вот. Но это надо наполнять, это надо изучать, это надо ездить, это нужно встречаться с узбекскими экспертами. Значит, Еркамырза, до этого не было, да, у нас школы? Были эксперты, Эксперты но не школы. по странам, Да. но не школы. но не школы. Сколько человек, Я например, думаю, сейчас я работает? буду навлекать на себя большую критику, если кто нас смотрит, других экспертов, но я считаю, что я Не, реально не Да, было. я докажу надо это. признать. Это надо. Это, к сожалению, так. Мгм. И вот сейчас мы в КИСИ постепенно это делаем. И для Может этого быть, мне нужно больше мы, кадров. Да. Понимаете, о чем я говорю? Да. Насколько я знаю, госуправление и анализ данных — это совершенно разные сферы. Достаточно ли в вашем институте квалифицированных специалистов, способных эффективно сочетать госуправление и анализ данных? Такая проблема Если есть у бы я вас? сказал, да, достаточно, наверное, я бы слукавил. Я думаю, недостаточно. Почему? Потому что я вот вначале это начал, но вы как-то так меня аккуратно прервали. Я как раз и хотел сказать, что перемены, они почему большие у нас идут? Потому что мы часто не поспеваем за этим переменами. Вы посмотрите, как искусственный интеллект сейчас сильно входит во все сферы жизни. Сейчас, например, у нас на повестке в том же КИСИ, как мы могли бы использовать тот же искусственный интеллект для обработки данных. А искусственный интеллект часто делает ту же обработку данных более качественнее. Он не устает, он не просит отпуска, он не просит там чай попить, он может работать 24 часа в сутки. У вас есть отдельные, которые занимаются с этим вопросом, есть люди или как? У нас Или есть, отделы? это в процессе. Сейчас нету. Я бы хотел создать такой отдельный отдел, но сейчас у нас есть специалисты, которые уже эксперты в каких-то направлениях, но они знакомы, как использовать искусственный интеллект для решения тех или иных задач своих. Чтобы создать такой отдел, нужен финансы. Государство готово платить? Я думаю, не только финансы, нужны и люди. Люди подготовленные. Понимаете, часто бывает так, что у тебя достаточно финансов, нету людей, экспертов. Я серьезно вам говорю о том, что проблема, с которой я часто сталкиваюсь, в том, что у нас, например, возникают вакансии на хорошие позиции с неплохой зарплатой, но очень Какая трудно... зарплата? Смотря на какая позиция. Но Средняя, в среднем эксперт в КИСе. где-то 500 тысяч. Ну, давайте так. Мы сейчас что-то легко свернули в сторону искусственного интеллекта, высоких технологий и так далее. Мы же этим не ограничиваемся. У нас же в целом много достаточно инструментов для проведения хорошей аналитики. Это социологические исследования, это фокус-группы, это экспертные площадки, это выезды с партнерами, конференции и так далее. То есть это то, что вот наша полевая работа. Я видел много конференций там. Ну, недостаточно. Я бы сказал так. Как будто КИСи много проводит конференций. В соцсетях я видел просто сам. Мы Или проводим участвует. экспертные встречи, которые, в принципе, не требуют никаких финансовых затрат, если вот там то пошло. Мы просто приглашаем коллег, делаем брейнсторминги по необходимым нам проблемам. То, что называется услышать разных экспертов для того, чтобы написать по какой-то теме. Ну, например, по тому же, если мы взяли там Узбекистан. То есть мы собираем экспертов по внешней политике для того, чтобы услышать максимально большой спектр мнений, где мы могли бы углубить отношения. Это и водники, вопрос воды, это и транспортники, это и экологи и так далее. То есть большой спектр экспертов, и это мы называем страт-анализ. Стратегический анализ — это когда максимально разные эксперты с разных сфер дают свою оценку развитию отношений. Ну, за 30 лет у нас было несколько национальных стратегических планов. Можно сказать, что ни один нацпроект не привел к реальным изменениям в жизни простого народа. Ну, так говорят многие эксперты, которые не в КИСе работают.
Я сам общался с многим экспертом. Вот теперь у меня вопрос такой. Если взять один проект, вот в чем была проблема проектов «Рухани жаңғыру» и «Мәңгілік ел»? Почему не было конкретный результат? Почему не дал? Булат, я бы все-таки не стал, опять же, обобщать все. Вот это наша большая проблема, все вот так говорить черно-белое. У нас же не черно-белая картинка в Казахстане. Окей. Мы себя очень часто критикуем в Казахстане. Я считаю, абсолютно правильно критикуем, да? Но все же познать в сравнении. В этом плане Казахстан находится на гораздо высших позициях по сравнению с нашими соседями, часто находясь на позиции даже восточноевропейских стран. То есть в развитии экономики, по цифровизации мы вообще там чуть ли не впереди планеты всей. То есть давайте так. Если бы ничего не срабатывало бы, мы, наверное, бы жили на уровне 90-х годов. Да? Значит, большие какие-то цели достигаются, но не достигается все. С этим я согласен. Если взять ту же Рухани жаңғыру, я помню, отношусь ли я критически к разным программам? Да, отношусь. Но я не вижу этой черно-белой картине. Вот все плохо и все. Понятно, что люди, которые вот так говорят, наверное, хотят поймать некую популярность. Потому что у нас легче стать популярным, когда ты говоришь все плохо. А когда ты говоришь какие-то позитивные месседжи, то здесь ты уже становишься неинтересен. Ну вот это как бы такой популизм, он, к сожалению, во всем мире сейчас такой основной тенденция. Я бы не стал вот таком черно-белой картинке все уходить. Знаете, вот давайте возьмем ту же Рухани жаңғыру. Да, она не исполнила многих вещей, которые должна была исполнить, да. Но вот если по каким-то примерам идти, один из примеров это было в том, что мы не сможем изучить свою историю без хорошей архивной работы. Работы в архивах. И не только в Казахстане, но и за рубежом. В России, в Узбекистане и так далее. Да? В США поехали. И ведь большие средства были выделены, и действительно много было собрано документов исторических с архивов для изучения истории Казахстана. Это было? Было. Эрбулат, поймите меня, я не адвокат Рухани жаңғыру, я вообще никакого отношения к этой программе не имею. Я просто хочу вам сказать, что не бывает вот это такое черно-белое. Есть за что критиковать, однозначно. Я не только Рухани жаңғыру, я в целом говорю. Например, вы сказали, окей, не обобщать, давайте, стратегическая программа «Казахстан 2030», да? 2030 или 2029 сейчас? Не, давайте вспомним, я говорю. Было презентовано в 1997 году. В 2015 году мы якобы реализовали эту программу. Потом в 2012 году была презентована стратегия развития «Казахстан 2050». Потом в 2016 году Министерство национальной экономики презентовало стратегический план развития страны до 2025 года. Мы смогли достичь хоть каких-то результатов по программе «Казахстан 2030» или нет? Давайте так и было. Нужны ли нам вообще такие стратегии? Окей, грандиозные такие, да. Вот, как сказать, не глобальные. То, что, я бы так сказал, долгосрочные. Долгосрочные. Да, нужны. 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 Почему? Почему нужны? Это нормально понимать вообще, какое государство мы строим, какое общество мы строим, какую мы строим экономику, какую армию. Это функция всех развитых стран мира, строить некие долгосрочные прогнозы. Не ее не фетишировать, да, не делать ее самоцелью, это да. Но вы посмотрите, под каждой такой долгосрочной программой, где в целом некий образ, вот какую мы страну строим, да, что мы хотим достичь, каких показателей и так далее. Это абсолютно нужный вопрос. Это нужная программа. Теперь, правильнее, наверное, было бы их поделить на некие этапы, этапизации. И уже там сделать небольшие по времени программы для реализации. Там 2-3-летние или максимум 5-летние. Чтобы было видно результаты. Чтобы было видно, с кого спросить. С тех же исполнителей. Так? И с разработчиков тоже, кстати.
Вот. И так далее. То есть, как бы, здесь я с вами полностью согласен. И недавно мы со СПИРом пригласили АСПИР в КИСИ для проведения, для анализа, экспертного обсуждения стратегии 2029. Там были и критические обсуждения. Да, но я видел. но в основном, я так скажу, были очень конструктивные предложения. Как улучшить эту стратегию 2029. То есть там как раз-таки был очень конструктивный Сейчас об этом у экспертный меня есть разговор. вопрос, да. Но если 2030, он достиг целей? Ну, всех целей, наверное, Основные не цели. достиг, наверное, всех целей, конечно. Но давайте так. Я здесь какой-то роли, знаете, человека, который должен отвечать за эту программу, просто... которую я не разрабатывал, не участвовал и так далее. Тем более, так скажем, тоже достаточно критически относился к этой программе 2030. Почему? И был очень удивлен, почему ее досрочно сняли. Тоже. Видимо, я тогда подумал, что она достигла своих целей, ну, как и все граждане. Ну, как экспертное мнение, я спрашиваю. Да, ну, я считаю, что каких-то... Или же здесь было неправильное целеполагание, то есть были какие-то заниженные оценки, которые было легко достичь, или же все-таки мы достигли тех целей. Вот. Ну, то есть здесь нужно разбираться, Булат. Здесь невозможно сказать, да или нет, достиг или нет. Где-то, наверное, были показатели исполнены, где-то нет. Касательно национального плана развития 2029, вы участвовали в подготовке этого нацплана? Нет. Как вы думаете, насколько качественно написан нацплан? Я скажу так. АСПИР проделал большую работу, действительно. Он и проводил экспертные обсуждения. И самое главное, он обсуждал это с госорганами. То есть это не было, знаете, из пальца высосанная информация. Если там были какие-то конкретные достижения, индикаторы по энергонезависимости, энергоразвитию, да, то есть по энергетике, по медицине и так далее, это были все предметные разговоры с каждым госорганом. То есть там была предметная работа. Вы сказали, что надо доработать. Да, но... Что нужно доработать? Что именно нужно доработать? Ну, очень много было вопросов по привлечению инвестиций. То есть как бы нужны более понятные правила для инвесторов. Были вопросы по привлечению инвестиций именно в регионах, там именно, где идут инвестиции. Нужны, да. Да. Потом был вопросы по правильно ли мы ставим как главный показатель удвоения ВВП к 2029 году 450 миллиардов долларов США. То есть почему только он? В этом плане там были разговоры о том, что он должен быть инклюзивный, то есть он должен основываться на качестве жизни, а не только показатели ВВП. Как, если говорить о публичном обсуждении, как эти 450 миллиардов долларов США отразятся на жизни каждого гражданина Казахстана в цифрах? Они там нету? Недостаточно. Можете рассказать 3 конкретные кейса или пример КИСИ, который принес реальную пользу государству? Таких кейсов не 3 у нас. Много? Десятки, сотни. Ну, хорошо, давайте так. 10. Ну, давайте Хорошо. 3 конкретно. Да, ну давайте так, по внешней политике. Да, который принес результат. Которые, я так скажу, которые были учтены в принятии решений. Окей. И постепенно приносят результат. Первое, по внешней политике, если говорить, это наши стратегические рекомендации по развитию кооперации и сотрудничества в Центральной Азии. То есть мы предложили ряд серьезных рекомендаций для устранения и межгосударственных барьеров в торговле, для развития транспортных коридоров по Центральной Азии, для информационно-культурного сотрудничества в Центральной Азии. Ежегодно у нас есть такой формат, как встреча институтов стратегических исследований Центральной Азии, где мы вырабатываем совместные рекомендации для наших правительств, для наших администраций президента.
Вот я считаю, что без каких-то деталей, если не входить, которые достаточно еще чувствительной информации, я считаю, что мы большую работу по сотрудничеству Центральной Азии делаем. Более того, мы выезжаем в эти регионы, мы ходим не просто, знаете, по красивым залам и конференциям, как многие думают, мы и границу Ну, пересекаем. так и думают многие. Ну, пусть так думают, но я говорю о том, что как у нас реально работает. Мы идем через границу, смотрим, где есть проблемы. И буквально 2 недели назад мы инициировали и провели первый совет региональных экспертов. Это те молодые ребята, где-то около 70 человек мы собрали со всех регионов, в онлайн-режиме пока что, где мы сейчас будем собирать максимум информации, альтернативной информации, что происходит в этих регионах конкретно. А это не простые там эксперты, это часто лидеры мнений. То есть они видят, сигнализируют местным властям. Вот это надо сделать, то надо сделать. И вот в этом плане мы на этой платформе хотим не просто уже обсуждать какие-то общестрановые вещи, региональный эксперт, но и готовить некую, знаете, альтернативную информацию в администрацию президента, что происходит в регионах. У них есть официальная информация, поступающая с акиматов, а мы хотим через экспертное сообщество давать свежую информацию именно другим взглядом. Ну, какой уровень доверия к КИСИ в госаппарате? Насколько они прислушиваются? Мы таких замеров не делали, уровень доверия к КИСИ. Но, может быть, это и надо сделать. Надо же, конечно, как-то опрос, например. Просто, наверное, это нужно делать не нам, потому что это будут заранее уже такие очень субъективные мнения. Да? Окей. Но кому-то нужно. Прислушиваются. Почему? Потому что понимают, что наша информация заслуживает доверия. Мы не берем ее с головы, мы проводим, опять же, инклюзивные, большие экспертные встречи, социологические исследования. То есть мы опираемся на какие-то объективные данные. Тоже big data, те же внешние эксперты и так далее. Но второй вопрос — реализация. Реализация. Да, но вот здесь у нас часто, конечно, вопрос к исполнительным органам, потому что любую идею можно не исполнить. Вот здесь важный вопрос, чтобы от идеи до реализации все это доходило в таком быстром и качественном темпе. Ну, не всегда у нас получается, согласен. Не всегда. В государстве, я не про КИС сейчас говорю. Ага, да, я понял. Ну да, но вот над этим надо работать. Я думаю, и президент об этом часто говорит, о том, что критикую разные госорганы, о том, что зачем вам дали полномочия, зачем вам дали достаточно большие ресурсы и ответственность, но где работа, где качественная работа? Вы учились в Гарварде, Польше, знаете польский язык, английский язык. Насколько применяете те опыты, которые в зарубежье получили? В Гарварде, смотрели там, какие у них аналитические центры, например, у них, если вам 30 лет, у них даже 100 лет, 50 лет есть, которые. Даже Chatham House, например, Руси, все они крутые. У них и государственности поболее лет, сотнями, веками. Даже я смотрел даже некоторые, которые примерно 20 аналитических центров, многие из них частные. Да, частные центры. Ну, мы сейчас говорим о центрах, потому что это вообще отдельная тема, или же о моем опыте применения? Применение. Да. Сперва применение. Да. Вы знаете, конечно, я использую мои навыки, которые получил, особенно в Гарварде. Почему? Потому что я считаю, что у нас не совсем правильная точка зрения, широко распространена, что и применимая, что у нас молодые люди, закончив бакалавриат, сразу идут в магистратуру. Я это не поддерживаю. Магистратура для этого и создана, чтобы после некоторого количества времени на работе понять, где твои слабые места, где нужно что-то научиться для применения своего этого опыта в дальнейшей работе. А у нас молодые ребята, только закончив бакалавриат, сразу идут в магистратуру, без никакого опыта, они даже не знают, в чем они слабы и сильны. Это как некая большая бакалавриат, условно. Да? В этом плане, поняв, в чем у меня слабые стороны, я, конечно же,
те вещи попытался наверстать в США. Что касается аналитических центров, опыта этих стран, для нас, конечно же, это одна из наших важнейших приоритетов КИСИ. Для этого мы и создаем эти партнерские связи. Мы ездим, смотрим, какой они методологией пользуются сейчас, как они применяют те или иные исследования в системе госуправления, да, как они разрабатывают рекомендации, как они в целом собирают информацию, ее препарируют. То есть очень много полезного, что мы учим, но и они от нас учатся. Опять же, по региону мы стараемся доносить максимально объективную информацию, то, что у нас происходит в Казахстане для западных партнеров. Они же часто не знают, что у нас в Казахстане в реальности происходит. Это всегда такая, знаете, ловушка, знаете, шумовая, о том, что все как бы понятно, да, но на самом деле ты реальности не знаешь. И для этого мы являемся тем мостом между Казахстаном и другими странами для объяснения той политики, того состояния, в котором сейчас мы находимся в Казахстане. Я считаю, это важная очень миссия. Спасибо большое, Еркін Мырза, за интервью. Это был мой первый опыт на русском языке брать интервью. Да. Да. Бүгін біз Қазақстан Республикасы президент жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты директоры Еркін Тұқымовпен сұхбаттастық. Бірнеше мәселелер бойынша жауаптар алдық. Жалпы өзгерістер бойынша қандай мәселелер орын алып жатыр, қандай шешімдер ұсынуда президентке. Келесі спикерімізді күтеміз алдағы эфирде. Келесі эфирге дейін сәттілік.